Бисмилля, алхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Аллах Всевышний говорит в своей книге: «Это благословенное Писание, которое мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами, и дабы, обладающие разумом, помянули назидание». Одна из главных целей, ради которых Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Коран, это размышление над аятами этой великой книги, и также дела в соответствии с этим. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, учили по 10 аятов. То есть брали 10 аятов и затем изучали эти 10 аятов. То знание, которое есть в этих 10 аятах, дела в соответствии с этими аятами. И когда они понимали, то есть брали это знание и дела, они уже переходили к следующим 10 аятам. Главная цель, ради которой был ниспослан Коран, это именно размышление над аятами и дела в соответствии с ними. И, иншаллах, на этих коротких уроках мы разберем суры Корана, суры из Джуза Амма, и сделаем некоторые выводы из этих сур. И как мы можем применить их в нашей действительности, так как Коран, он ниспосылался в соответствии с определенными событиями. То есть был связан с действительностью людей. И поэтому, иншаллах, на наших уроках мы постараемся разобрать эти суры, сделаем некоторые выводы, и как мы можем применить это в нашей действительности. 113 сура Корана, сура «Рассвет». Аллах Всевышний говорит в этой суре: «Бисмилляхи рахмани рахим». Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Скажи, прибегаю к защите Господа рассвета, от зла того, что Он сотворил, от зла мрака, когда он наступает, от зла колдуний, поплевывающих на узлы, от зла завистника, когда он завидует. Суру «Рассвет» и суру «Люди», 113 и 114 суру Корана, называют двумя защитными сурами. Муаввизатейн. В этих сурах мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он защитил нас от зла. И каждый человек, он стремится защититься от зла. Каждый человек. Но особенность ислама в том, что он направляет человека к тому, кто действительно способен защитить его от зла. Это Аллах Субхану ва Тааля. А люди, многие люди, они прибегают к тому, что не способны защитить их от зла. Во времена невежества арабы, когда останавливались в каком-то месте на ночлег, чтобы защититься от зла, в этом месте прибегали к покровительству самого большого джинна. То есть они просили джинна защитить их от зла. И тогда джинны, видя в них страх человека перед ними, еще увеличивали этот страх. И в этой суре Аллах Субхану ва Тааля велит своему пророку искать защиты от зла творений только у него, только у Аллаха Субхану ва Тааля. Когда мы просим защиты у Аллаха Субхану ва Тааля, когда мы читаем эти аяты, скажи, прибегаю к защите Господа рассвета, от зла того, что Он сотворил, тем самым мы совершаем великое поклонение. И Аллах любит, когда Его просят. Аллах любит, когда Его просят, и вознаграждает человека за это. И поэтому, читая эти суры, мы должны осознавать, что мы совершаем великое поклонение. Эти суры, сура «Рассвет» и сура «Люди», одни из самых коротких сур Корана. И многие не понимают важности и достоинства этих сур. И в действительности эти суры являются великими сурами Корана. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одному из подвижников: «Знаешь ли ты, что сегодня ночью были ниспосланы аяты, подобные которым еще не ниспосылались?» Были ниспосланы аяты, подобные которым еще не ниспосылались до этого. «Куль а'удhu би раббиль фалак», скажи, прибегаю к защите Господа рассвета, скажи, прибегаю к защите Господа людей. То есть эти аяты, подобных которым не было до этого. И поэтому, читая вот эти аяты, мы должны осознавать величие этих аятов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он просил защиту Аллаха от джиннов из глаза людей, до тех пор, пока не были ниспосланы две защитные суры. Тогда он стал читать их и оставил остальное. То есть после этого он начал читать эти суры и оставил остальные дуа, с которыми он обращался к Аллаху Субхану ва Тааля от защиты от зла. Потому что эти суры действительно великие суры. И также о достоинстве этих сур и важности этих сур говорит то, что они входят в слова поминания каждого мусульманина. Также после каждого намаза посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел читать не две защитные суры после каждого намаза, как сказал один из подвижников. Также во время болезни посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, читал эти суры
поплевывая на себя. Читал эти суры, прося Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он избавил его, чтобы Он излечил его от болезни. И все это говорит о достоинстве этих сур, о достоинстве и важности этих сур. Когда какой-то вид поклонения повторяется, мы привыкаем к нему. Это становится рутинным делом. И мы совершаем его автоматически. Мы автоматически читаем эти суры и зачастую не раздумывая о их смысле. Поэтому важно, читая эти суры, или, например, совершая пятикратный намаз, то дело, которое повторяется каждый день, осознавать их величие и достоинство в своем сердце. В этой суре Всевышний Аллах велел просить защиты у него от зла в общем. От зла в общем, как он сказал, скажи, прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что он сотворил. И от зла конкретных творений в частности. От зла мрака, когда он наступает. От зла ночного мрака, от зла темноты, когда наступает ночь. Ведь именно ночью совершается много преступлений. Выползают из своих нор различные опасные насекомые. Ночью врагу легче подкрасться незаметно и напасть на человека. Также Аллах Субхану ва Тааля выделил зло колдуний. Зло колдуний. От зла колдуний, поплевывающих на узлы. Так как именно колдуны и колдуни, они приносят большой вред человеку. И в последнем аяте Аллах Субхану ва Тааля сказал от зла завистника, когда он завидует. Завистник, видя какое-то благо в человеке, желает, чтобы человек лишился этого блага. И также мы должны остерегаться зависти, так как это ведет к злобе, и затем уже подталкивать человека к агрессии. И это великая сура рассвет. То есть мы прочитали 5 аятов и попросили Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он защитил нас от зла того, что Он сотворил. И поэтому важно, читая эту суру, осознавать величие этой суры. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет наши дела и сделает нас искренне ради Него.